слева карта мира, то, что там окрашено в оранжевый, желто-зеленый, желтый цвет, это все мерзлота. И как вы можете заметить, она есть даже на экваторе в Африке, в Южной Америке, на южном полушарии, ну, естественно, Северная Америка, Евразия, Антарктида, там очень много мерзлоты. И нашей существуют огромные слои вечной мерзлоты благодаря так называемой шахте Шульгина. Представляет из себя колодец воды намного больше, чем 116 метров. Так, сейчас мы с вами спустимся в подземную лабораторию. Обратите внимание на 4 метра, второй этаж на глубине 16 метров. А если вы посмотрите вот на эту схему, здесь видно, что они не надавливают друг на друга, чтобы не было, конечно, давления, да? Это лето у нас было очень жаркое. Но смотрите, из-за того, что вокруг этих стен вечная мерзлота, мы видим, что стенки покрыты льдом, то есть оттаяло вот только до 1,5–2 метров. Прекрасно он известен, потому что когда его нашли в 1977 году на реке Колыме, о нем сняли мультфильм. Вот, пусть мама меня услышит, пусть мама найдет. Это вот маленький мамонтенок, который сохранился в толще вечной мерзлоты 40 тысяч лет. Да? Смотрите, под воздействием тепла, воды, лесные пожары, если происходят вырубки. Вот этот лесная растительность, она как защита выступает. Если свести эту растительность, то поверхность земли начинает разрушаться. Поэтому его привезли первым делом сюда, в эту подземную лабораторию. И не только его, да, но и вот головы кагирского мамонта, шерстистого носорога. В этом году почва все время отрицательная с января по декабрь в течение года, но она имеет большой диапазон изменения. То повышается, то понижается, да? И вот эти вот понижения и повышения температуры, они воздействуют на мерзлоту так же, как и на все остальные физические тела. Они начинают уменьшаться в объеме из-за холода и увеличиваться, расширяться из-за потепления. Да? Вот 4 метра – это самый ответственный слой для инженерных сооружений. Мы видим вечную мерзлоту, как она выглядит. Видим лед, цемент, который сковал сыпучий песок в единый монолит. Смотрите, вот эти вот пески, они образовались около 10 тысяч лет тому назад. Здесь можно проследить, как слагались эти подземные слои из года в год. Видите, вот растительные пояса, они говорят о том, что органические останки, что река Лена, она много раз меняла свое русло. Видите, тут и галька, и песок, который на дне реки бывает, да? Происходит с органикой, она начинает гнить. Да? Поэтому весь мир сейчас обеспокоен тем, что идет потепление климата и разрушение вечной мерзлоты. Почему? Потому что когда вот все это растает, эти органические останки начнут выделять парниковые газы, то есть те газы, примеси, которые будут повышать общую температуру земного шара, укутывать ее теплым одеялом. Практически наши дома очень крепко стоят на этих сваях. Те дома, которые построены по первому принципу. Это вечный холодильник, который сохраняет всю органику. Да? Вот. Этот череп привезен с острова Большой Ляховский командой Куницкого. Вот 40 тысяч лет, а это вот подарок нашего плотника Виталия Ефремова, который привез из Зырянки, с Колымы. Мы видим здесь зубы и цемент. Вот у нас снаружи кальций, внутри цемент, а у него кальциевые пластины, между ними цемент. Вот здесь вот лучше видно, смотрите. Мамонты вообще долгожители. Они жили до 70 лет, и зубы у них вырастали 6 раз.
бивень. И каждый год этот бивень покрывался слоем дентина, то есть кальция, да, и вот как у дерева оно толщалось, удлинялось, бивень доходил до, значит, 5 метров, да, длины, и вес из-за потепления климата, которое началось 12,5 тысяч лет тому назад, да, вот, мамонты, они потеряли свое пространство, свою нишу экологическую. Они паслись в тундростепях, вот, и их пространство, ну, место обитания, оно было занято тайгой современной, да, которая начала поступать к северу, наступать вместе. И вот они на границе леса на север, и последние мамонты погибли всего лишь 3,5 тысячи лет тому назад. Называется сублимационный лед. То есть он образуется из-за испарения, да, льда цемента, и он потом обратно оседает в виде льда. Сначала он испаряется как пар, потом обратно оседает и вот в виде таких вот кристаллов. Растений, которые жили 10 тысяч лет тому назад. Это не говорит о том, что в те годы растения имели мощную корневую систему, они опускались на 12 метров. Нет, конечно, да? 10 тысяч лет тому назад уровень Земли был на этой отметке. Здесь вот росли древние растения, пробегали древние животные, возможно, древний человек, охотник на мамонтов, а потом по истечению 10 тысяч лет река Лена, ветер приносил много земляного материала, и земля, она выросла на 12 метров. Это называется геологический метод актуализма. Да? Здесь уже органики нет. Современник динозавров, теплых эпох. А это вот органика здесь полностью имеется, да, сохранилась, потому что мерзлота, вот это дерево, оно жило в эпоху мерзлоты уже, похолодания. Поэтому вот из этого куска дерева можно сложить костер, а если вот найдем такое дерево, конечно, здесь мы не сможем разжечь костер. В норке-суслике на Колымской низменности были найдены семена возрастом 32 тысячи лет. И потом, значит, из них, ну, произведя ряд манипуляций, вырастили современные растения из этого древнего семечка. Вот посмотрите, минус 7 градусов, да? Здесь вот будет показано вот минус 7 градусов. Это самая оптимальная температура для сохранения этих семян. Сейчас вот у нас насчитывается 13 тысяч образцов семян растений. И вот вы говорите, я думала, вот по дороге, да, подземная лаборатория. Это вот как раз криохранилище сейчас. Не видно будет нормально? Не видно. В наиболее ослабленных местах земля трескается, туда попадает вода. А вода, она, когда замерзает, расширяется в своем объеме. И поэтому эта трещина, она увеличивается. Очень много военных наград. Потому что институт, в то время станция мерзлотная, она очень тоже принимала большое участие в оборонительных мероприятиях. Так вот здесь вот можно увидеть телеграммы, которые отправляли с Москвы с тем, чтобы они отчитывались по изучению вечно мерзлых грунтов в качестве оборонительных сооружений. На глубинах, да, смотрите, вот здесь вот до глубины 500 метров измеряли. Вот сейчас у нас проблема пробурить скважину 20 метров. Для этого нам нужно очень много техники, людей. Да. А в то время вот так вот делали. Представляете? В этом памятном знаке это International Permafrost Association, Международная ассоциация мерзлотоведов. 1983 год.
Вот это год создания этой ассоциации по всему миру. Вот. Это и Северная Америка, да, и, Соединенные Штаты Америки, Канада, это Западная Европа, это страны, значит, Азии, Восточной Европы, да. Очень много ученых его выбрали первым президентом своей ассоциации. Потому что у Советского Союза были самые большие достижения в области разводоведения. А тут он сказал, что надо открыть международную станцию в системе Академии наук. И уже научный подход, да, для изучения территории. И якутское правительство, оно, недолго думая, заказало проект здания этой станции. И вот, смотрите, значит, первое здание первой станции. Вот мы ее видим. Вот это вот здание до сих пор у нас стоит. Вот ранее, который также был изготовлен нашими сотрудниками с логотипом конференции и с шерстью мамонта. Вот. 500 человек вручную, значит, 500 сувениров было сделано. Да, это шерсть мамонта. Вручную вот так вот было нарисовано, написано.